Спасибо, что пригласили меня сегодня в штаб татар. Обстановка здесь очень приятная, теплая, такая, видно, что творческая. Народ здесь, мне сегодня Рустам Абый рассказал, что у вас здесь более 100 мероприятий в год проводится. Я просто восхищен, удивился, как здесь очень быстро люди работают. Я, например, просил здесь организовать нам круглый стол, и тот же день мне уже Лили позвонила, говорит: все, народ будет, приезжай, все будет замечательно. Сегодня собираюсь провести круглый стол касательно таких тем, как в первую очередь перепись населения. Второе, мы хотели бы узнать, что здесь проходит, как татары здесь живут, чем дышат, что проводят. И третье, конечно, узнать все-таки, что такое мишаря. Мы пригласили вас для того, чтобы обсудить три основных вопроса, которые сегодня стоят на повестке круглого стола. И я думаю, что результатом этого круглого стола будут интересные идеи, которые мы будем воплощать здесь, в Москве, в рамках штаба татар Москвы, и в Казани тоже эти идеи найдут свое применение. Итак, начинаем. «Миллиард татар» — это медиапроект, который работает, как уже представила Лилия, под эгидой агентства Татмедиа. Естественно, основа — это наш сайт milliard.tatar. Также у нас есть Telegram, Facebook, ВКонтакте, в ТикТоке, где еще в Инстаграме наши странички. Где-то больше народу, где-то меньше. Что касается тем, которые мы хотели бы сегодня обсудить, вот я обозначу 3 темы. Может быть, еще какие-то дополнительные возникнут, если будет время. Перепись населения, которая буквально на днях уже стартует. Второе, как и чем живут татары Москвы. Вот хотел как раз у вас об этом тоже узнать. Татарское сообщество. Вот, мне уже тут частично уже Рустам Абый рассказал, что какие здесь мероприятия проводятся, но я думаю, вы еще подробнее об этом расскажете. И третий вопрос все-таки, который вдруг неожиданно для нас тоже назрел, для нас появился мишарский вопрос, потому что сами для себя удивляемся таким новостям, что мишари якобы это отдельный этнос, отдельный народ и прочее. Причем это идет, как я понял, не от самих мишар, сколько от каких-то внешних сил. Думаю, мне тоже тут представители, я так понимаю, тоже есть выходцы из Ульяновской области, Пензенской, Нижегородской областей, скажем, те, которых называют мишарами. Может быть, сами скажете, все-таки татары мы или нет. Перейдем тогда к первому пункту повестки. Перепись населения стартует в этом году, да? Вот впервые за последние 11 лет. Она, как уже Лили представила, переносилась уже 3-й раз переносилась. Сначала должна была в 2020 году провестись, потом в апреле этого года, потом в октябре, теперь уже октябрь-ноябрь. Перепись населения, естественно, является важнейшей акцией, важнейшим фактором для учета для любой страны. Поскольку мы здесь представляем все-таки татар, нам все-таки важно узнать, сколько нас на самом деле. Нам чужих не надо, скажем так, нам главное самих себя сохранить. Вот. Естественно, от того, сколько татар, уже будут приниматься уже дальнейшие политические и другие решения, вот, в том числе социальные. Вот если кто-то хочет по переписи высказаться, пожалуйста, я буду рад вас услышать. Я являюсь председателем татарской автономии района Люблино. Это эпицентр татар города Москвы. Из-за чего я говорю эпицентр? Потому что у нас в районе был детский сад татарский. Я говорю, что было, потому что говорю, что я сейчас скажу. Татарская школа, 2 молельных комната мусульманских и исламский институт. Я говорю, вот, да, я хотел бы, чтобы такое было в каждом округе, в каждом районе. В течение 20 лет я сталкивался, вот мы в 2018 году как раз со штабом, когда к нам приезжал Василий Сахравиевич, первый раз избрался председателем ВКТ, и в доме Асадулаевых собрал всех представителей татарской общественности, и мы вот со штабом, и как раз было, кажется, Татинфо, ваши, да? Татинформ был, да, как бы мы втроем подняли этот вопрос. Почему поднял? Потому что я постоянно сталкиваюсь, проблема наша, где бы я, в какие бы двери чиновника стучался, и вот у нас, я говорю, 2 проблемы татар в Москве сейчас. Я говорю, почему в Москве? Это не соотношение реального количества татар к числу переписи населения 2010 года. В 2010 году было написано 149, а реально, даже сам тогда, будучи мэром, Юрий Михайлович Лужков, он говорил, примерно татар, говорит, в Москве проживает в то время уже 800 тысяч. Да? Вы представляете соотношение, какое количество 149, где 800 тысяч. А второе, политическое нашего народа, вот перепись. Потому что перепись имеет огромное значение, да, потому что это государственные, все муниципальные организации ссылаются на это при выделении бюджета, при выделении разных мероприятий, опять же, школы, детские сады. Если у нас будет реальное количество, мы скажем, что в Москве не 149, а 800 тысяч, тогда мы можем смело в каждом округе требовать школы на официальных, на, да, как бы то, что нам это
дает право Конституция Российской Федерации, федеральные законы, детские сады. Вот об этом говорю. Перепись – это один из основных документов. Это я говорю, не то, что нам нужно, говорят, да, лучше качество, чем количество. Нет, в этот момент нужно нам сейчас в течение месяца, месяц нас будет кормить в течение 10 лет, имейте в виду. Нам нужно сейчас количество, самое первое, потом количество преобразовать в качество. Перепись – это один основной. Я всегда сталкивался, потому что когда я прихожу, даже проводить любые мероприятия, а мне говорят, а что, где у вас, какие татары, здесь что проживают? Когда у меня нету основных документов, потому что чиновнику нужен документ. Вы говорите, без бумажки ты никто. Когда у меня будет документ, что в Юго-Восточном округе проживает не 3 тысячи, не 5 тысяч, а 40 тысяч татар, тогда я уже смело могу с ними разговаривать, потому что 40 тысяч, это значит 40 тысяч налогоплательщиков, которые платят, у которых налоги выделяются из этих налогов, должны мы. Потому что согласно переписи, тогда у нас, вы представьте, не стыдно, я с Нижегородской области, да, как бы село Комкино, даже вот у нас в районе, Черкасский район, имеется татарское радио. Вы представляете, а Москва, где миллионное уже татарское население, у нас не то что телевидение, радио, у нас даже газет нету московских, которые для московских татар, потому что это один из основных видов средств массовой информации. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Исходя из этого, вы должны понимать, мы должны, если у нас будет телевидение, радио, то тогда у нас, скажем, да, более уже, как говорят, народ более воспрянет, молодежь более подтянется, когда мы можем уже раскрыть всю нашу, да, как бы и другим, и для себя, всю нашу культуру, всю, да, как бы, всю ту красоту нашего народа, не только один раз в году Сабантуй, да, на Коломенской, для Москвы, а если мы каждый день будет, да, телевидение, почему нет для нас канал, вы понимаете, первый, второй, третий канал, это федеральные каналы, мы государственный народ, мы, да, как бы являемся коренным народом, мы имеем право, тогда нужно, мы можем требовать квоты на предоставление, чтобы наши передачи были в этих каналах, чтобы могли мы, как бы, высказать свое мнение, что чего, чтобы нас услышал не только, да, там, как бы, Москва и Татарстан, мы могли, наши представители, Москва это огромное количество, пласт нашей интеллигенции, и у нас сколько профессоров, сколько огромных ученых, представим, я так думаю, мы заслуживаем этого. Перепись – это один из основных документов. Я потому что в течение 20 лет сталкиваюсь с этой проблемой. Я и говорю, у нас две проблемы на сегодняшний день Москвы и татар. Это несоотношение количества татар, да, которые указаны в переписи, реальному. И второе, аполитичность нашего народа. Нам одели тюбетейки, нам сказали, народ, как бы, пляшите и пойте, савантуйчики, но нас немножко отодвинули с политики. Я хочу понять, чтобы у нас первое, это сейчас перепись, и второй, чтобы наши представители были, как бы, согласно переписи, тогда мы можем требовать квоты законодательных, законотворческих и во всех представительских органах города Москвы наших представителей, чтобы как наш народ имел представлять свои интересы языка, культуры, также и духовных ценностей. И я хочу, чтобы на примере нашей и другие коренные народы это поняли, не только для татар я и другим народам говорю, побольше, да, мы должны друг другу в этом, я не националист какой-то, я хочу, чтобы просто для меня хочется, чтобы мои дети гордились, что у нас огромная история, мы могли по телевидению, в радио оповещать это, нам нужно сейчас увидеть. И еще хотел сказать, перепись сейчас, особенно после 2018 года, анкету сделали, очень усложненную, имейте в виду, я обращаюсь к своим соотечественникам из Халыкыбызга, 11-14 вопросов. Самый первый пишите, татары. Я хочу сказать, что перепись это все-таки формальная операция. Формальная, да, вот записался, не записался. Вот. Я думаю, что татары, которые осознают свою татарскую принадлежность татарскому народу, да, миллятчилик каларда болса, вот, они, конечно, отметятся в этой переписи. Конечно, многим, может быть, надо подсказать, где надо что-то сделать, где записаться. Ну, а вот сам миллятчилик, сам национализм, он должен воспитываться годами, понимаете, в чем дело? А для этого у нас вот базы-то настоящей-то и нет. У нас и автономия работает, значит, как-то неправильно, понимаете? Региональная автономия, вот татарские организации там возмущаются, так? Мы не развиваем свою национальность, национальную идентичность. Вот. К сожалению, многие татары ассимилируются, да? Им не интересно, особенно молодежи, знать свой язык, называть себя татаром, им не интересно, да? Образ татар, значит, в центральной прессе даже, по кино, вот фильм «Орда», возьмите.
Татары там представлены чуть ли не людоедами, алкоголиками там всякими, понимаете? Это всевозможные провокации со стороны православной церкви. Так? Нас пытается, вот православная система, значит, пытается нас вообще христианизировать. Уже здесь проводились в Москве такие мероприятия, так? Вот. Ну и так далее. То есть везде как-то образ мусульман, он как-то становится отрицательным, а это связано напрямую с татарами. Вот. Поэтому в информационном направлении, конечно, вот правильно Рашид сказал, нам нужно что-то иметь. Но, к сожалению, государство здесь нам не помощник. У нас есть самодеятельные, значит, сайты. Вот, кстати, сайт «Миллиард татар» – это действительно ценный, очень полезный ресурс, так? Вот, Бекзор Ахмедсизга. Вот. Но, к сожалению, вот так и на этом мы и кончаем. И Татарстан, надо отметить, тоже, кстати, не очень-то, значит, внимательно слушает наши предложения. Мы давали предложения и по концепции татар, вот, и по другим вопросам, но реакции почти никакой. Вот это важно было вот заметить, понимаете. Вот у нас был проект «Большой Татарстан». Куда он делся? Был проект. Мы хотим быть гражданами Татарстана. Мы должны иметь двойное гражданство. Почему нет? Татарстан – это государство по Конституции. Да? Мы бы с удовольствием были бы. Но все, проект закрыт. Говорить о государственности, это можно, конечно, заявлять, мечтать об этом, но мы сами понимаем, в какой стране живем, поэтому... Не, в стране живем, которую мы создаем. Которую мы создаем. Мы государствообразующий народ, и, значит, федеральных тех же наши депутаты сидят. Институт президентства не смогли отстоять, институт языка, который не могли отстоять. Хватит по 20-30 лет людей. У человека ресурс 5 лет работать, но не 25 лет депутатом сидеть. Он уже, все, это я говорю, это ресурсы. Это у каждого человека, это ничего, я не оспариваю чьи-то данные какие-то умственные, но просто надо понять это. И просто я хочу, вот по поводу переписи, я хочу, чтобы наши представители татары побольше сейчас записались в переписчики. Это оплачиваемое. Пускай наши студенты идут, пускай мы должны руку на пульсе держать, что мы должны изнутри понимать, как это она совершается. Давайте мы как-то выйдем, и ваши, и наши сайты, скажем, это обычный заработок. На месяц может человек, у кого работы нет, он записаться, еще за это будет деньги получать. Давайте мы своих студентов, да, скажем, которые, чтобы они побольше участвовали в этом деле. Когда наш народ будет участвовать в этой гуще, тогда мы поменьше дадим для искажений. Тогда мы будем гуще понимать, где какие, что там, что творится, как она изнутри эта каша варится, а не только с наблюдателями. Давайте мы тогда клич дадим, чтобы наши граждане, если которые сознательны, чтобы они пошли и записались в переписчики. Собственно, не столько заработать, Да, сколько быть реальными наблюдателями. Так же, как за выборами в Госдуму наблюдаем, чтобы все было объективно. Вы понимаете, я вот по принципу своей любознательности, мне, конечно, не надо было деньги зарабатывать, да? По принципу своей любознательности, предшествующей перепись населения, я пошла руководителем переписи в районе. Так, И знаете, с чем столкнулась? Обязательно нужно сказать, что кто вы, что вы. Дня Юсуфовна Каримовна, у нас заслуженный человек, депутат. Не буду говорить бывший, потому что не бывает бывших депутатов, как мне сказали все депутаты, с которыми я общалась. И это человек, который руководит нашим клубом «Гиппократ», заслуженный врач России и много еще регалий. Прекрасный человек, поэтому... Да, вот сейчас, пожалуйста, продолжите. Я просто телеграфным стилем все мысли, которые вот возникли, когда была объявлена сегодняшняя повестка, да, как раз я хотела призвать. Пойдите, пожалуйста, наблюдателями, потому переписчиками, что не только наблюдателями. Переписчиками. Я столкнулась с тем, что местный муниципалитет нас обязывал заниматься приписками. Иначе, говорит, мы не получим финансирование. Ну и по другим там политическим вопросам, для себя, следовательно, они могут подтасовывать и другие результаты. Понимаете? Это есть такое. Вот об этом. Это одна мысль. А другая мысль. Откуда взялась цифра миллиард именно татар? Говорят, нас в мире там сколько? 10 ли миллионов, дай бог, да? Это наша задача? Это вопрос. Это наша амбиция, это желание. Многие над нами смеются, почему миллиард, вы там щеки там себя раздуваете и так далее. Вот слово миллиард и слово милли, да? Миллиард. Народ, нация. Вот. Вот, да. Друзья, шутки шутками, а политики, которые вообще проводятся, насаждаются однополые браки, а үзләре матур гына гаилә корып, 3-4-5 бала табып,
Менә шулай тормышым шулай туры килде. 10 ел Яһуди академиясында укыттым. Беләсезме? Бөтен укытучылар Яһуди, бөтен студентлар Яһуди. Бер мин татар, Аллага шөкер, бөтенесе авыз ачып тыңлап торалар иде бөтен лекцияларымны. Ул минем турында сүз түгел, татар халкы турында сүз. Беләсезме? Нәрсәгә шаккатадыр. Уже студент буларак, уже 2 бала табалар. Хәзерге аспирантларым, аның диссертация яклыйсы бар, әллә диде эшләре бар. Бу тәне ире белән аерылышып йөри, 3нче баланы таба. Беләсезме? Вот так вот. Шулай итеп алар үз милләтен саклап киләләр. Шунлыктан без шундый тәрбия бирергә тиеш балаларыбызга. Беренчедән, кырт кисеп килдем улларыма, минем улларым гына инде, кызым юк. Только татар кызына иләнегез, только татар кызына иләнегез. Аллага шөкер шулай булды да. Хәзер башларына тукыйм, күбрәк бала табыгыз, күбрәк бала табыгыз. Значит, уен түгел, мин үземнең һөнәрем буенча медицинская демография дигән шундый бүлек бар безнең фәндә, име. Значит, һәрбер гаиләдә иң кимендә 3 бала булырга тиеш, милләтне саклап калыр өчен. Менә Рустем Карамович белән шулай туры килде. Бүген как раз шушы темаларга сөйләшеп утырдык. Вот Рустем Карамович как раз шундый мисаллар китереп куйды. Уже Германияның мәктәпләрендә 3тән 2 өлеш төрек балалары утыра икән. Берничә өлеш кенә уже немецлар, беләсезме? Значит, шунлыктан дуслар. Бу менә переписьне гына әйбәт уздырык дигән сүз түгел. Чыннан да җир шарында миллиард татар булсын өстендә без эшләргә тиешбез. Чыннан да кем әйтеп узды да, метроны төзүчеләр арасында бик күп татар кешеләре булган. Һәм Метростроевец дигән газета татар телендә чыккан заманында Мәскәүдә. Значит, шундый хәлләр булган. Менә сезне тыңлап утырганда, моның турында әйтим, тегенең турында әйтим дип шутсы. Вот про рождаемость әйттем инде, что называется. И, конечно, национальная самоидентификация. Дуслар, менә перестройкалар вакытында шундый лозунг бар иде. Начни с себя, име? Без менә үзебездән башларга тиеш. Без, значит, белемле булырга тиеш. Илтифатлы, кеше арасында, значит, әдәпле һәр вакыт, име? Әйбәт белгечләр булырга тиешбез. Безнең милләткә үзенә бер төрле уважение булырга тиеш. Чыннан да. Мин каядыр тоже әйткән идем. Мәйтәм, бигрәк тә әйбәт укыган лекцияларымнан соң җанымны чорнап алалар да татарга әверелә башлыйлар бөтенесе дә. Берсе килеп әйтә, беләсезме? Минем хатыным бит татар. Икенчесе әйтә, беләсезме? Минем бит дәванием татар иде бер яктан. Шулай итеп, менә үзләре татарлыгын киресенчә билгеләселәре килә, әйтеп узасылары килә. Шуңа күрә без менә үзебездән башлап, үзебез шундый булсак, Алла бирсә, безнең милләткә дә хөрмәт үсәчәк, тагы да үсәчәк. Былай да Аллага шөкер. Правительствода да, мэриядә дә татарларыбыз бар, нинди горурлык безнең өчен. Шулай бит. Шунлыктан да һәрберебездән. Инде ул үз кешеңә килеп керсәң, үзедә бер доверие, беләсезме? Мин хәзер Рустам Карамовичта, значит, дәваланам. Менә шундый доверие, шундый бер якынлык. Мин бүтән кешегә даже доверять итмәсем, мәсәлән. Вот такие дела. Значит, бәгытләр и тагын, значит, менә шушы Рустем Фаизович Ямалеев төзегән штаб татар, да? Вот как раз Мәскәү татарлары тормышы дисез, име? Большое значение без әйтәбез. Вот подобных очагов, беләсезме? Бөтен эшеңне ташлап, теге 40 эшең ташлап 40 якка чыгарсыңмы каршы алырга дип, безне Рустам Сайфеевич каршы алып тора, шулай итеп. Просто значение этого вот стажа. Тагын телеграфным стилем говорю, потому что это большое значение имеет. Федеральный закон о сохранении народов Крайнего Севера. Беркем даже белми, что есть такой федеральный закон, да? Бүтән милләтләрне нигә сакларга тиеш түгел без?
о сохранении народов Крайнего Севера. Минем фенем шунды, минем лекции, да, руководители здравоохранения утрала. Говорит, ой, за голову хватаются. По этому закону мы столько должны тратиться на здоровье этих малочисленных народов, то, говорит, все начинают записываться в эти народы. А у нас уже денег столько не выделено на оздоровление и на прочие вот мероприятия. И еще, друзья, есть федеральный закон о народах, о языках народов Российской Федерации. Так что там столько льгот расписано, вплоть до того, что официальные документы там на 2 языках должны быть. Вот такие вот вещи, друзья. Так что это все фактически, даже в законодательном порядке, да, кагазда язылы біткен, тормышка ашырылмай тормышка. Значит, о сохранении там каких-то видов растений. Ул амурский тигр на сакларга, нища миллиард акча уже выделилось там, да? Сколько там разворовали, я не знаю. Тигрица, одна тигрица 3 родила, значит, о, наши программы работают. Простите, это тигр работает. Спасибо большое. Еще, пожалуйста, по этому вопросу. Либо Тимур, да. Много ли вообще татар представлено в органах, скажем так, в районных заксобраниях или в Мосгордуме? Отвечаю, в Государственной Думе сейчас 50 депутатов, 15 от Татарстана. Нет, А я из них татар? Я спрашиваю про Мосгордуму, я не спрашиваю Госдуму. В Мосгордуме вообще никого нет. Казалось бы, тут говорили, что там чуть ли не 800 тысяч, да, там по некоторым оценка, что 1 миллион даже татар, да, или, скажем так, людей, потомков татар. Политикой заниматься нужно уже в школе, біздің татарларға, чтобы школдан цикацин, он стремился быть как бы депутатом, стремился муниципального, потом городского, федерального. Безда нету института, безда больше как бы нам привили институт тюбетейки, танцы и сабантуя, но у нас отняли политику, безда привили, что политика грязное дело. Вариант то, что безда керак заниматься молодежью и побольше, какая-то институт или школа должна быть своих кадров политических, которых могли свободно работать законодательно, законотворчески, могли представлять наш интерес. Есть ОФ, общественный российский фонд на, как его, на 14, общефедеральные округа, потом бар советы, а советы, они все консультативные, аларны прислушивается біздің президент, а ол советта біздің ике татар кішісі, бірте президент Миниханов, икенсізде Башкириядан президент, вы аңлайсыз ма, 3%, если мы даже говорим 3%, согласно переписи населения 2010 года, значит 3% біздің кішілер должен анда болырға, если в одной комиссии только 15 комиссиях 400 человек, значит 400 кішіден должен квотированный 3%. Сколько было 400 кішіден 3%? Это было примерно, да, где-то 12 кеше біздің бар комиссия, йоктар. Также и в других представительных органах, в Совете при президенте, йоктар, обязательно квотированы. Мы имеем право, яхудар, арменер, бетонесу бар. Яхуды, они 0,1% евреев находятся, я против них ничего не имею. Это да, 0,1%, который согласно переписи. Но в этих советах они почти что 50%. Татары самый кирякский народ. Вот без белябес нәрсе киряк, а нәрсе штелге білмейбіз. На самом деле, біз татарларның образование түш башлады. Түшә башладыга халыкларга көрсәк, культурабыз безнеке кая, культурада түшә башлады нәктер. Вот. А еврейларны күсә, аларда күп кешеләр с высшим образованием Баксагыстанда. Процентов 80 вот. Вот. А без түшәбез. Вот. Бездә вот хлопки, хлебантуйлар, вот шуны бездә шатлык шул гына. Вот бездә совет по национальностям. Совет по национальностям, без них не представлен. Совет по языкам, Йоктар, Саратов, Ульяновск, Нижний Новгород, без них Пенза, да, где самый большой преобладание татар. ОНФТА без них не представлен. Она почти что тоже Челябинск, да, когда Юзильли Кеше представители, это представляет, значит, это федеральный округ. А вот федеральный округ, там, Беркешегеля, Минихан, он везде не сможет успеть. Значит, Безгакерак, почему? Второй народ, который, и не имеем в этих, об этом говорю, эти советы основополагающие, Аларга основывается, Алар пишут конституцию, Алар бетонесет федеральный закон о превенции Татарстана. Это они все вносят. Если Андабарка Шебезник отстаивает наши права, это институт президентства не только Миниханов касается, институт президентства касается обязательно татар халкы разнобит. Имейте в виду, за этим словом президентства бик күп мәгънәсе. Ол безнең наша свобода, наши права и свобода. Если не только там Миниханов потеряет, Миниханов, да, он был президентом и ушел, никакого. Ну, халыковыз президент от этого. Институт языка
профукали, все, али институт президента. Если мы не сможем, тогда у комиссии Буракера, чтобы они руку на пульсе держали. Популярная точка зрения о том, что перепись вообще не нужна. То есть, ну, какая разница, с кем мы запишемся, все равно там или за нас что-то порешает, главное, чтобы сколько нас посчитает людей и все, и так далее. Если вообще даже уберут графу национальность, от этого что-то изменится? Вот как вы думаете сами? Вот Рашид правильно сказал, надо растить кадры. Школа парламентариев должна быть. При том же Конгрессе татар такая структура должна быть. Талантливых с регионов молодых людей посылать туда, в Казань, и чтобы при Конгрессе была школа парламентариев, чтобы мы могли кадры на места отправлять. Конгресс не должен быть у нас сабантуйно-праздничный, а он должен работать на процветание нашего народа. Каждый год Конгресс татар, молодежный ИДЭЛЬ, да, тоже есть молодежный центр в Казани, каждый год проводит школу лидеров. Есть такие школы при Конгрессе. В Москве где-то я не видел, что кого-то в Москве я школяр, а кого-то вот, может, между собой кого-то собрали для своих, как депутатов делают. Я совершенно поддерживаю вас, что кузница кадров нужна, вот, и по моей инициативе мы создаем в Конгрессе татар Москвы, сейчас будут выборы в общественные советы при ФАИВах, вот, и мы, соответственно, создали конкурс, по результатам которого будем выдвигать своих кандидатов из молодежи и из значимых, так скажем, татарских деятелей и культуры, и, в общем, всех, кто поддерживает татарскую национальность, культуру и язык, в общественные советы. Вот. И социальный лифт — это немаловажно. Почему людям интересно там больше на Сабантуй ездить и чай с чак-чаком пить, для меня до сих пор непонятно. Я, например, как выходец одной из партий, для молодежи, вообще я не знаю, что касательно молодежи в Татарстане, но в Москве для молодежи всегда стоял острый вопрос социального лифта. И я пришел в организацию именно с этим вопросом, решить вопрос социальных лифтов, чтобы мы могли представлять в органах государственной власти свои интересы как нации, национальности. Вот. И поэтому есть такой проект, но он в зачатках, он в начинаниях. Нам нужна, наверное, ваша поддержка, всех вас, и, возможно, можно будет собрать отдельное координационное заседание расширенное Конгресс татар Москвы и обсудить этот вопрос. Потому что мы сейчас боремся, но аппарат самого Конгресса татар Москвы, он формируется, и зачастую на одних плечах эти задачи. Вот. И если бы там, мы могли сделать ответственные лица, закреплять за какими-то вопросами и затем закреплять команду, поделить ответственность на всех, то вместе бы у нас получилось. Вот вы сказали Конгресс татар, это специально взять такое название, как Всемирный конгресс татар, или это... Это не противопоставление Всемирному конгрессу татар, это скорее помощь Всемирному конгрессу татар в объединении московских татар, московского региона, то есть Москвы, Московской области, да, то есть московского региона в целом. Потому что здесь нет представителей, например, Всемирного конгресса татар, да, вот, например, в Челябинской области есть, где там я еще была, в Уфе есть, да, представитель и офис Всемирного конгресса татар. В Москве этого нет. У нас есть полпредства, у нас есть татарские автономии. И вот мы посчитали необходимым создать структуру, да, в которой будут объединены татары Московского региона и будут, ну, можно сказать, представлять те интересы, которые преследует и Всемирный конгресс татар, да, но уже здесь. Я сам, поскольку родом из Башкирии, вот, естественно, с башкирами мы очень тоже, естественно, взаимодействуем. Где-то дружим, где-то часть башкир, скажем так, профессиональный башкир, даже бы сказал, на нас как-то очень плохо реагируют, про нас что только не говорят, что мы там откуда-то финансируемся, работаем в интересах там западной разведки или еще что-то там, что там с башкирским спикером, который выступает с нами за дружбу, мы там платим, там, не знаю, по 60 тысяч за то, что они выступали. Ну, в общем, много всего удивительного узнаем о себе. Вот, хотелось бы узнать просто здесь, как вы с башкирами взаимодействуете. У вас тоже какое-то охлаждение отношений или все по-прежнему все чинно, благородно, мило? Мы максимально за объединение. Мы никакую вражду не вносим, то есть у нас и клубы тоже татаро-башкирские, и Гиппократ, вот Дана Юсуфовна подтвердит то, что у нас и татары, и башкиры, мы приглашаем всех, мы рады всем и максимально только за объединение. Не ходят к вам? Они ходят к нам. Угу. То есть нет такого опасения, татары
часть башкир запишут на себя, перетянут на себя одеяло, что такое великотатарский шовинизм, вот, и что башкиры растворятся среди татар. Ну, конечно же, возможно, есть какие-то такие, как вы говорите, поползновения, да, но мы максимально стараемся с этим бороться, и чтобы у нас никакого такого холодка не было, и мы как бы всегда за то, чтобы татары и башкиры всегда были вместе, и мы за объединение. Если есть какие-то такие течения и направления, мы наоборот их принимаем к себе и максимально хотим вот этот момент сгладить. Я была в Курултае Башкир в Уфе, то есть мы тоже, да, и Гульнара тоже была в Курултае Башкир, да, в Уфе. То есть мы общаемся, но, скорее всего, повлиять на большую политику в этом вопросе, там лично у нас, например, вряд ли получится. На территории, вот здесь, на площадке штаба татар Москвы, вопрос каких-то разногласий, перетягиваний и так далее, я думаю, он вообще не стоит. Башкиры говорят спокойно на родном башкирском языке, татары говорят на татарском, мы прекрасно друг друга понимаем, дружим, и у нас вообще никак не делится, там, вы башкиры, вы татары. Из Уфы отлично, кто-то еще из Уфы обнялись, поздоровались, поменялись контактами, все хорошо. То есть, возможно, потому что мы не в Башкортостане, например, да, или не в тех областях, которые граничат, там, Татарстан, Башкортостан. У нас нет такой острой проблемы здесь. Здесь эпицентр всех народов, национальностей. Здесь нет такого, что только вот Татарстан, Башкортостан это Башкортостан. У нас здесь, начиная от кумыков и заканчивая малыми там, да, народами. Крымскими татарами. Крымские, да, Крымские это нас уже посещают. наша элита. И у нас самая главная задача, конечно же, объединить и всех татар и башкир, а не наоборот какие-то вносить распри. Здесь у нас уже образовалось тюркское сообщество народов, проживающих в Москве, а это и мусульмане, и христиане, есть тюркские народы. Да? Здесь у нас есть клуб предпринимателей тюркских. То есть мы стараемся объединять, сближать, находить точки сближения, соприкосновения и взаимопомощи максимальной, какая только возможно. И об этом, кстати, говорят большие люди. Вот, допустим, в Уфе Талгат Таджудин, например, когда я рассказывала ему, да, верховный муфти, да, когда он расспрашивал, чем мы занимаемся, я рассказала вот о тюркском сообществе, он сказал: молодцы, именно в этом направлении нужно работать, нужно сближать все народы. Ну уж, естественно, тем более тюркские. Поэтому здесь у нас задачи очень большие в этом плане. И я знаю, что диаспорам, сообществам, землячествам тюркских народов, проживающих в Москве, эта идея очень нравится. Они с удовольствием к нам приходят и участвуют во всех наших мероприятиях. Так что гордо скажу, что мы молодцы. У нас есть ансамбль «Актирмя» башкирский, знаменитый ансамбль, замечательный просто. Так вот, в этом ансамбле участвуют и татары. И, кстати, вот последний концерт они провели в доме Асадулаева и репетиции свои, потому что Башкортостан им почему-то не предоставил полпресса там помещение, понимаете как? Вот. На Сабантуях мы тоже вместе, по-моему, татаро-башкирский Сабантуй в Москве. То есть аэрмайок. Мы связаны, это единый народ. Я хочу сказать, в течение 500 лет башкиры и нагайцы в освободительном движении нашего народа, да, они были плечом к плечу. Агнарга-Керек – это наш братский народ. Никаких не может быть, никаких распри. Вот этим, которые, я не знаю, людей, пускай не лучше, пускай татарин запишется башкиром, чем не татарином, не башкиром. Я только горд, мои родственники, этот народ для меня как свой, я не разделяю татар башкира. Вот это искусственно, кажется, высосано из пальца, вот эта проблема. У нас других проблем, Что у нас? Все татары на башкир, что ли, переписали? Посмотрите, количество татар, которых не хватает, да, мы говорим, сейчас посмотрим, которые, вот, 149 в Москве, остальные, что, 600 тысяч, это башкирами, что ли, записаны? О чем мы говорим? Какое отношение тогда к башкирам? Давайте мы оставим это раз при другой. Мы должны реальными вопросами заниматься. Мы один народ, как ГРБТ. Мы должны это понимать и не поддаваться вот разным. И штаб ради этого работает. Огромный вклад. Тырле, разные эстрадные певцы приходят, ихние, как бы, да, ученые, эти. За одним столом сидим. Вот штаб – это, как бы, один из видов, как можно правильно себя консолидировать. И никакие. Бывают разные вещи, да, но мы можем за столом эти вопросы решать, а не выводить в ссоры из избы. Это ни к чему.
Я никогда не замечал среди молодежи, чтобы делились на башкир, татар и русских, или чтобы кто-то кого-то притеснял, такого нет. Скорее всего, это такая какая-то война башен и политика, все. Среди народа нет каких-то расприй внутри и каких-то притеснений. Ни в Москве тоже не замечал, ни на родине у себя. Вот. Поэтому эта проблема, мне кажется, действительно надуманная и, возможно, проблема, которая отвлекает нас от явных проблем, которыми надо заниматься. Я связан, конечно, с медиа-сферой очень активно, но вот дополню по поводу башкир и татар, просто сам активно принимаю участие в таком тесном общении с башкирами, мы играем там каждую неделю в футбол с ними, и такой проблемы вообще нет, я тоже считаю, в Москве, и она исключительно политического характера. Ни разу я не слышал от башкир, которые говорят исключительно там, вот в моем даже присутствии периодически на башкирском языке, чтобы возникали проблемы на национальной почве в адрес татар. В прошлом году мы проводили большое мероприятие «Коммерческий сабантуй на воде», куда можно было попасть только приобретя билеты. И там было очень много представителей башкир, и приехали из Башкирии, из Уфы, несколько групп, которые выступали. И один раз они нам задали вопрос, а как у вас как бы татары и башкиры с друг другом взаимодействуют, да? На что мы как бы удивились вообще, откуда это возникло, потому что здесь прекрасно все могут существовать друг с другом. И никогда, ни разу я не встречал, что были какие-то конфликты. У меня мой личный вот друг, товарищ, с кем мы вместе учились, башкир, он сейчас возглавляет полпредства Башкирии в Турции, Марат Инсыкужин. Ну, вот мы с ним вместе росли, я бы сказал, в таком татарском, наверное, больше в татарской среде, он активно участвовал в наших мероприятиях, у нас было сообщество в университете, но мы его тоже позиционировали как татарско-башкирское, хотя он был единственным башкиром в нашем сообществе. Вот. И ни разу никогда не было никаких-либо проблем. Вот. Все проблемы, которые мы слышали о взаимоотношениях двух народов, они исключительно шли либо со стороны Татарстана, либо со стороны там, политических структур именно из Башкирии. Даже полпредства в Башкирии в Москве сколько раз приходили на все сабантуи, ни разу никому, ну не знаю, по крайней мере нам, ни разу ничего не заявляли, а с удовольствием участвовали во всех татарских мероприятиях. И в том числе поддерживали и финансово, и поддерживали различными проектами своими. Поэтому, на мой взгляд, это скорее такая, да, надуманная история, которая разыгрывается вот именно в отношении двух субъектов, да, нежели вот межнациональный. В 1993 году, раньше в Измайловском парке на поле народных игр мы организовывали сабантуй, просто татары были. Ну и башкиры приходили, смотрели. И потом уже в 1993 году мы вышли на Юрия Михайловича Лужкова, полпредства Башкортостана, полпредства Татарстана и Духовное управление Центрального региона Равиль Гайнудин. Мы написали письмо Юрию Михайловичу и сделали татаро-башкирский праздник. Городской праздник, финансируемый из бюджета Москвы, он до сих пор проходит. И ничего, нормально вместе проводим праздник. Не было, что башкиры отдельно сабантуй делают, татары отдельно. Мы все вместе собрались, все сделали, и прекрасно каждое первое воскресенье июля, как Юрий Михайлович сказал, первое воскресенье июля в Москве будет проходить татаро-башкирский праздник Сабантуй. Это и для бюджета дешевле. И две республики участвовали, и всегда мы дружно проводили, ходили, они к нам в шатер ходили, мы к ним в шатер ходили. Руководство Башкортостана ходило, здоровалось с руководством Татарстана. То есть татаро-башкирский праздник вот с Измайловского парка, вот как мы начали, так он и проходит. Вот этот конфликт, который сейчас, последние несколько лет, я замечаю в информационном поле, потому что на наш портал постоянно приходят разные статьи, такие достаточно резкого характера, не имеющие под собой обычно исторической такой вот научной мысли и так далее. Но эта проблема, опять-таки, она исключительно политического характера. Вот. И к ней, конечно, нужно внимательно относиться в информационном поле, но вопрос в том, насколько она влияет на массы, мне кажется, не сильно влияет. Вот. И это исключительно связано вот с этими предвыборными, поствыборными какими-то событиями. И, наверное, это уйдет все на нет, на мой взгляд. Чем живут татары? Кто мне об этом подробнее расскажет? Третий вопрос. Нет, это второй все вопрос. Третий вопрос у нас будет уже о Мишарах. Именно в этом штабе существует несколько клубов, деловых клубов, где люди реально по повседневной своей жизни, в своем бизнесе поддерживают, помогают друг другу.
Ну, например, клуб «Гиппократ», ну, президентом которого я являюсь. Собираются молодые врачи, собираются студенты старших курсов, и реально мы там, значит, или там работу найти друг другу, или поступить в ординатуру. Вот все обращаются друг к другу, переписываются в чате, да, и идет реальная поддержка. Вот в чем дело. Не просто ля-ля-ля тополя, а реальные дела. Так же, как деловой клуб 16, например. Бизнесмены идеями обмениваются, какие-то совместные проекты выстраивают. Вот просто. То здесь функционирует несколько клубов. Вот у нас. И они живые, они работают не для галочки, потому Да что... вы что? Потому Вы что- что? Да, Ну можно что? еще. Вот я, скажем так, работал в Башкирии, да, в Татарстане. Ну, я сейчас не буду называть все организации, сами догадываетесь, которые представляют определенные народы. Вот у них созданы какие-то клубы, какие-то объединения, какие-то отделения, вот, и какие-то мероприятия, честно говоря, проводят, вот, ну, придешь на них, посмотришь на это, вот, Для что-то галочки. там, да, вот. Вы к нам завтра приходите с мафией познакомитесь, с татарской. Смотрите, у нас очень много клубов всех распределений. У нас штаб татар уже более 24 лет, 25 лет скоро будет. Мы, как основной косяк, из-за чего он был создан, кадровый вопрос решался всегда, изначально, да, и всегда были вопросы, вот у нас и ответвление у нас сейчас, клуб врачей «Гиппократ», деловой клуб «Масштаб», у нас на нашей базе штаба татар клуб «Аксакалов», тюркские объединения, да, также у нас клуб бизнесменов тюркских, то есть всегда есть запросы на разное создание разных клубов, и мы всегда открыты к этому, то есть мы всегда идем навстречу и открываем вот новые ответвления. Вот у нас также Лиля сказала, завтра у нас, например, на постоянной основе есть клуб мафия, татар-мафия, да, как у нас многие, наверное, пугаются этого слова татар-мафия, но все же каждую Мафия среду... означает семья с итальянского, так что нормально все. Да, и каждую среду, например, на постоянной основе мы собираемся играть игры настольные, и то есть мы практикуем татарский язык максимально, стараемся разговаривать на всех диалектах, как бы это смешно не было, я максимально всех заставляю говорить на своем языке, откуда бы он ни был, начиная там с Чуваши, из Нижнего Новгорода, из Пензы, у каждого есть свой диалект. Смешно проводится, да, смеются, но все-таки они практикуют свой язык и не стесняются этого. И вот в этом есть уникальность вот нашего клуба «Татар-мафия». Нашему клубу уже более 3 лет, и на этой базе молодежный, да, он в основном клуб. Мы выезжаем вместе в другие города, в другие страны, и как бы у нас свое комьюнити уже. Создаются новые пары, создаются новые проекты также, и они об этом говорят. Очень приятно, когда нас приглашают на свадьбы. Вот порядка 3 недель назад мы все вместе, у нас было 30 человек, делегация из Москвы, мы поехали на свадьбу в Пензу. Мы друг друга поддерживаем, и мы вместе коммуницируем всегда, то это не просто на словах. Колоссальная работа проводится, это еще только то, что я знаю. Половина того, что я не знаю, говорят все вокруг и доносят. Это очень приятно, когда до нас доносят. Но не все, конечно, доносят, не все хорошие дела, они как-то, наверное, говорятся публично, да, но работа огромная проводится, и все это видят. Каждое воскресенье мы стараемся новых студентов, которые приезжают, поступают в Москву, в институты, мы их привлекаем, и здесь у нас такое сообщество, где также другие студенты помогают им вот в эту среду, да, в московскую огромную среду приобщиться к этому городу. Не каждый способен, переехав из маленького города, из того же там, из деревни в Москву, приехать в огромный город быстро и тут социализироваться и понять вообще, что здесь, как здесь. И таким образом, создавая такие комьюнити, мы очень помогаем всем татарам, башкирам в Москве. Среди вот этого молодежного актива создаются ли семьи? Вот,
Я же Да, говорю. что в Пензе, Мы да. с вами ездим на свадьбу. Сами создали здесь семью и сами поехали на свадьбу. Я просто слышал про свадьбу, это все-таки здешний парень на здешней девушке женился, или просто кто-то вот где-то там женился и Самое и все главное, что пригласил. татары с татарами сошлись. Да. Конечно, А у нас с какой он создаются... местности? У нас есть примерная статистика, порядка 15-20 семей в год создается, потому что это еще, Вас тут можно это сразу- примерно, который я знаю. А по факту даже не все не говорят. докладывает. Да, есть такие как свадьбы, которые мы уже отслеживаем, смотрим, то, что они поженились, но они так втихую поженились, а мы даже об этом не знаем. То есть, и очень радостно, когда нас приглашают на свадьбу. Я же говорю, вот 3 недели назад мы все вместе, 30 человек из Москвы поехали на свадьбу в Пензу, в Кузнецк, и там была свадьба на 170 человек. И как бы вот понятно то, что в Москве провести такую свадьбу, не каждый, наверное, возьмется, а в Пензе вот они решили провести в Пензе, и мы все вот также поддержали, 30 человек из Москвы поехали в Пензу. К сожалению, значит, вот активности среди этих людей, значит, там переженились, по несколько детей у всех, значит, дружат между собой. А вот в социальной активности, вот в продвижении наших идей, в общем-то, достаточно мало кто заметен, понимаете, в чем дело. И вот сейчас тоже, вот у нас молодежь собирается, мы несколько раз собирали подписи в защиту сохранения языков, там, в защиту там адвокатов, которых вот наказали, значит, Дагира Хасава в частности. Вот. Махмуда Хазрата, который тоже посадили, да? Подписи нету. Ни штаб, ни врачи не подписывают, ни молодежь, никому не интересно. Понимаете, в чем дело? То есть социальное, значит, это социальный вот этот выход из этого всего замыкается только вот на этом узком сообществе. Понимаете, вот свои интересы и так далее. А политической воли мы не воспитываем. И вот, кстати говоря, мы здесь собирали как раз и представителей тюркских народов. Благодаря Рустаму Фаизовичу, который представил площадку такую хорошую, к нам приходил Архан Джемаль, вот как раз по защите языков, да. И вот он высказался, что нужна политическая воля, чтобы сохранить язык. Ну, чтобы тысячи татар поднялись одновременно и сказали, да, вот нам нужно сохранить язык. И этого нету, понимаете? Вот мы на сайте собираем подписи. 50-60 подписей. Вот, пожалуйста, Наиль тоже вот это самое мучается. Мы просим дистанционное образование. Так, все по закону. Законы-то мы знаем. Мне не нужно учить законы. Вот говорят закон. Мы знаем эти законы, но они не выполняются. Вот в чем дело-то. Вот, поэтому нужна еще какая-то вот из всего нашего вот результата, вот сборища, должен быть результат какой-то выходить. Вот, и в частности с тюркскими народами, значит, вот мы работаем. У нас, значит, есть стратегия Россия-Тюркский мир. Мы считаем, что это единственный выход для России и для нас, татар тоже, и тюркских народов. Почему? Потому что справа у нас Запад, слева Китай, да, вот. И наша страна потихонечку, значит, начинает ее дробить по кускам. Только сотрудничество с тюркским миром, прежде всего, мы можем как-то сохраниться и сохранить свою идентичность национальную. И нужен будет татарский язык. Не надо будет звать людей, вот давайте изучайте, вот, вам это будет нужно. Язык понадобится для работы, вот самое главное. Вот откуда язык. Вот твои национальные качества понадобятся для реального дела в тюркском мире. А тюркский мир очень высокий, глубокий этот тюркский мир. Вот. Поэтому у нас есть стратегия, мы создали общественное движение «Тюрко-татарская Россия». И вот, возвращаясь к названию вот этого сайта, что такое миллиард татар? Если представить карту Великой Тартарии, которая простирается от Индии, и плюс вот эта вот вся европейская часть и азиатская часть, там как раз миллиард татар набирается, а может и больше. Понимаете? Ведь недавно Нур Мухаммед Хусаинов, вот по Татарлар, по передаче Татарлар, он говорил, что слово татар это древнейшее слово. Понимаете, оно начиналось еще и в Европу захватывало, и Египет захватывал и так далее. То есть это еще до Орды родилось, понимаете как? Вот. И поэтому вот мы спокойно сотрудничаем с азербайджанцем. Мы не только, кстати, в штабе собираемся, но еще на других площадках. Активно работаем с азербайджанцами, так?
представителями других народов. Так? Крымскими татарами. Вот и главная наша задача именно сблизить Россию и тюркский мир. Понимаете, любой ценой. У России две головы вот на гербе. Одна русская, православная, другая должна быть тюркская и мусульманская. Вот тогда у нас будет конкуренция реальная. Если есть реальная конкуренция, тогда получается какой-то выход. Понимаете? Иным способом не добиться. Вот поэтому вот у нас вот такая вот глобальная концепция. Вот. А дальше идет уже развитие. Понимаете, нам вот надо развивать. Вот Марат Танциркужи, кстати, это вот ученики Агдаса Бурганова. Так? Два ученика. Агдас их очень любил как раз. Вот. Ну, каждый на своем месте постепенно делает это движение, но, к сожалению, очень медленно. Что касается Татарстана, он эти вещи как замалчивает. Мы написали стратегию татар. Пожалуйста, все, опубликовали в журнале «Краеведение», Дамир Исхаков. А выхода никакого обсуждения, ничего нету, понимаете? Вот, без стратегии татарский народ пропадет. Штаб татар Москвы, да, это эпицентр на сегодняшний день, эпицентр жизни татар, московских татар. Сюда приходят без приглашения, здесь нету номенклатуры, здесь нету, там, да, как бы ты приходи, ты не приходи. Здесь любой человек может прийти даже без приглашения, и он будет принят как свой. Я об этом говорю, вот Гульнара говорил, да, это работа штаба, который существует за счет, скажем, финансов, не бюджетных, ничего, да, за самопожертвование, вот за счет таких Гульнара, Лилия, Рустамовой. А я работаю автономию. У нас вот на сегодняшний день проблема почему? В 90-х годах вот плеяда Гайрабы, где Мухаммад Миначев Абы, Газалевич уже сейчас недавно умерли, создали детский сад. Это был рассвет татарской нации в 90-х годах. 2 детских сада у нас было, которых сегодняшний нету. Вот я вам сейчас скажу, давайте я буду сейчас. Школа, да, как бы. А по идее такой труд был. Это надо было, в каждом районе должно было быть, да, как вы говорите, по инерции должно было, по возрастанию. А без да, по идее 800 тысяч татар стоят, и почему нету не востребованы 2 детских татар, да? Я вам скажу, на сегодняшний день у нас 14 автономий не приняты московскую, да, как бы региональной татарской автономии. 14 автономий, которые я вот, алхамдулилля, хорошо хоть штаб есть, я вот татарская автономия района Люблино, я могу реализовать себя и творчество для татар только здесь. А дом Асудуай, который дом для татар, я не могу там люди себя как бы, да, смотри, сейчас об этом говорю. Огромная, да, которая, она должна быть, у каждой автономии должен быть там кабинет. Мы должны были там работать. Она же для татар. Вопрос хотелось бы перейти к третьему вопросу. Касательно Мишар, все-таки, я так понимаю, здесь и выходцы, есть из Пензенской области, из Нижегородчины, из Чувашии, Мордовии, Ульяновска. Вот я уже ранее обозначил, что в последние годы пошло такое мнение, что якобы Мишари это не татары, это некий отдельный этнос. Кто это позиционирует? Ну, разных там есть. Я могу даже назвать фамилии, там, например, башкирский историк Салават Хамидуллин, например, да, там, или Юдаш Исупов, или там некий нагайский миссионер. Там, или... Нет татар. Нет татар. Более того, я даже, например, вот в этом году проводил интервью с Мукаддасом Бибарсом и Хазратом, да, я у него спросил, вы как себя ощущаете Мишарин? Говорит, я о том, что я Мишарин, узнал об этом где-то будучи уже в юности. Всегда с татарином себя считал. Вот уже когда он в Уфе учился там с Таджудином, у Таджудина, говорит, я тогда узнал, что мы, оказывается, Мишари. Мы и мишары, и татары, и тюрки, но главное это нация, мы все татары здесь. Идентичность людей, она многомерная, и то, что существуют субэтносы или народности, это только обогащает нацию. Разные диалекты, говоры, это культурное богатство народа. Попытки разделить татар на несколько народов были и продолжаются, но прошлая перепись показала, что в отношении мишар это бесперспективно. В 2010 году мишарами записалось там 786 человек, это порядка 1/1000 всех мишар, и я уверен, что большинство из них все равно они не отказывались от татарской идентичности. Я вчера вот специально посмотрел, а где же записывались мишарами люди. И, прежде всего, мишарские регионы. Пензенская область – 0. Нижегородская область – 1. Чувашия – 3 человека. Москва – 13 человек.
То есть в мишарских регионах этот вопрос отделения от татар, его просто не существует. Ну, мишарами большинство, 545 человек, записалось в Татарстане. Откуда же идет вот эта идея, что мишары не совсем татары или совсем не татары? У этого вопроса очень глубокие идеологические корни. Факт то, что предки татар с древнейших времен жили в самом центре России, он для официальной истории России был неприемлем. И поэтому он противоречил модели чисто славянского происхождения, там, с примесью финнов, модели вражды славян-тюрок и так далее. Ну, в XIX веке была выдвинута теория, что татары-мишары – это предки оттатаренных финно-угров. Племя Мишара. Да. И мишары там были выделены в отдельную народность, отдельный язык. Затем, уже в советское время, в 1944 году, татарская история была обрезана. Запрещено изучение и показ в хорошем свете истории Золотой Орды. Татарам оставили только в основном булгарские корни. А мишары в эту булгарскую модель вписывались плохо. И поэтому даже татарским историкам пришлось выдумывать теорию, что у мишар это немножко разные, имеют другое происхождение, что они уже, татары и казанские татары и мишары, слились в единую нацию только в XVIII веке. Затем, третье, многократно преувеличивалась роль татар-мещеры, касимовских татар в завоевании Казани, Казанского ханства. Выдвигалась идея, что татары сами себя завоевали, что тоже определенным образом вызывало недоверие между казанскими татарами и мишарами. Вот это истоки, идеологические истоки вот этой идеи отделения мишар от татар. В народе этой идеи нет. То есть нам историю обрезали тоже до XIV века, и она представлена только как история служения татар-мишоры царю, да. А то, что было до этого, ничего нет. Но я сказал, что есть и другая проблема. Есть желающие разделить татар, но есть и другое, что частью татарской общественности любые упоминания о мишарах воспринимаются с раздражением, с подозрением, с обвинением в мишарском сепаратизме. Как было, например, с Фердусом Тимаевым. Это тоже неприемлемо. Как мы видим, что эта проблема надумана, но есть реальные проблемы. Татарских школ нет. Это реальные проблемы, а без сохранения языкового и культурного разнообразия татарский мир потеряет большую часть. Татары, живущие здесь, должны знать, что они живут не просто в столице Российской Федерации, они живут на своей исторической земле, где их предки жили тысячелетиями. Мухаммад Миначев писал, что по преданиям истории некоторых сел мишарских насчитывает 1500 лет. Мы хотим себя видеть коренным народом, не знаю, или проживающим достаточно длительное время на территории Российской Федерации современной, в центре России. Я еще, с другой стороны, являюсь представителем касимовских татар, и для нас это крайне тоже важно, потому что касимовские татары — это особый такой класс, да. Как Дамир Исхаков говорит, это настоящие татары, по сути, то есть те, благодаря которым всех остальных начали называть татарами. И то, что татары, которые проживают на территории Мишора, они являются все-таки татарами прежде всего, а не отдельный субэтнос.
мишары, да, хотя, мне кажется, сами мишары иногда сами себя отделяют от татар, скорее, пытаясь подчеркнуть какую-то свою особенность. Вот. Я, скорее, эту проблему видел именно, опять-таки, в Татарстане, вот, когда подчеркивали, вот эти из Мишар приехали, они себя вот, в определенной степени ведут себя таким-то образом. Татарстан сам раскручивает эту... Да это так, это местное. Вы знаете, я была делегатом первого Всемирного конгресса от азербайджанской татарской диаспоры, делегирована, и приглашение было за подписью самого дедушки Шаймиева при Сабирове. В период этого конгресса в Болгарах и потом в международном лагере «Волга» проводился круглый стол молодежи, а ведущим был Туфан Минулин. Молодежь, великолепная молодежь просто там собралась, и у меня сердце клокотало задать один вопрос. Я ведущему Минулину задала вопрос: скажите, пожалуйста, вот я татарка из Азербайджана, я владею своим родным языком, так как в Баку являюсь художественным руководителем народного ансамбля песни и танца, будучи по профессии химиком, я вот держу свое ядро вот в этом коллективе. Мне интересно, но я знаю наравне со своим языком и азербайджанский. Этим самым я показываю свою культуру и уважение той республики, которая с распростертыми объятиями приняла моих предков во время раскулачивания и гонения моих, как говорят, богатых татар. Ведь в рассыпную все бежали. А вот скажите, а есть, вы можете назвать в столице нашей исторической родины Татарстан русского, который говорит свободно, так же, как я на азербайджанском, говорит по-татарски? Минулин мне ответил: товарищ Мансурова, вы бросили бомбу замедленного действия. Значит, в общем, шорох пошел, чернинцы меня окружили. Нурия Ханум, вот да, вот вы знаете, без нашлай, без нетыгляй, без влай. Я говорю, я все знаю. Так вот потом, когда уже этот шорох распался, я смотрю, по большой тропинке идет некий Ларионов, я его не знала. Он меня окликнул: товарищ Мансурова, товарищ, можно вас? Я говорю, да, я вот Ларионов, зам директора театра оперы и балета имени Муса Джалила. Вы понимаете, я русский, но зачем мне татарский, если мои друзья татары говорят по-русски? Вы понимаете, корень зла в чем? То есть татары сами позволяют этого. Я не националистка, я интернационалистка душой. Мой отец до Берлина дошел, был призван из Азербайджана. За его плечами ленинградская блокада. Но я патриот своей нации. И на самом деле Ларионов был прав. Если мы, татары, сами на свадьбах кричим горько, ведь это по нашему фольклору, по нашему этносу не положено, это, слава Богу, и в фольклорных, и написано на всех исторических наших литературах. И вот у нас большой был клан в Баку. Татары привнесли в культуру Азербайджана немало. Первые педагоги, первые врачи, первые нефтяники, рабочая прослойка. И, наконец, первая актриса драматического театра была, и сейчас мемориальная доска, барельеф, это Марзия Давудова. Она астраханская татарка. И когда Узейр Гаджибеков, основоположник азербайджанской музыки, женатый на двоюродной сестре моей бабушки, это большой тоже клан Терегуловых. Муслима Магомаева бабушка, Узейра Гаджибекова, жена Маликяпа, и аварского бека Гамзата Халилова. Это 3 сестры были. Так вот, хочу сказать, что надо себя так поставить, чтобы в той республике, в которой ты живешь, тебя бы уважали. И вот экс-президент, то есть отец нашего сегодняшнего президента Азербайджана, гладил моих татарчат и татарочек по головке, и мне всегда говорил: Нурия, ну, в советское время говорил товарищ Мансурова, а потом Нурия Ханум, татарский коллектив должен жить и творить. Ну и переходил потом на азербайджанский. Bizim kanımız da birdi, canımız da dinimiz de, işimiz de geleceğde bir olmalıdı. Просто хотела, чтобы мои татарские ребята, девчата, знали бы свой родной язык, свою культуру. Я ездила ежегодно по 3 раза в Татарстан,
чтобы слышать этот говор. Потому что Ильгам Абы мне говорил: «Ай, син мишар кызы». А я говорила: «Ильгам Абы, мишар, башыгны тишар». То есть, ну, я не знаю, это правда или нет. У нас был совет старейшин, и Шаильджан Абы Хайрдинов репрессирован. 19 лет он сидел на Колыме, тоже башкирский татарин. И он в Баку был редактором газеты «Баку Исчеса» на татарском. К нему приезжал сам Муса Джалил. Представляете, насколько исторические люди у нас были. Он был председателем нашего совета старейшин, и он мне когда-то сказал: «Кызым, никогда не стесняйся, что ты мишарка». К Владимиру Ильичу мишари пришли и просили автономию. А Ленин сказал, это, оказывается, написано в трудах вроде ленинских: «Пьястите, пьястите, а кто же будет пьявить татарами?» То есть мишари в какой-то степени авангард, что ли, татарского. Я, в общем, в этом не очень глубоко в это вдавалась. Для меня главное была моя культура, песнопение. Я рада, что вот благодаря Рамизу Чумарину, такому же мишарину, как я попала в ваш штаб. Что я хочу сказать? Все-таки в 20-е годы была Краснооктябрьская татарская автономия в Нижегородской области. В Нижегородской области есть 35 татарских деревень. Конечно, они сейчас выходят на нет. Язык уходит. И я думаю, что не нужно бояться мишарского диалекта, вообще мишар. Потому что целый феномен это татарской культуры. Его наоборот, он уходит. Еще пройдет лет 30, и этого не будет, к сожалению. Вот молодежь, к сожалению, не говорит на языке. Это большая проблема. Это не то, что проблема, трагедия татарского народа и мишарского в том числе. Поэтому это то, что вы даже подняли, мне даже с одной стороны неприятно, что есть такая, что о мишарах вспомнили. Пусть так и будет, да. И я абсолютно не стесняюсь, что я мишарин, говорю и по-казански, и по-мишарски. Иногда даже мне приятнее увидеть мишар и поговорить по-мишарски. Ну почему бы и нет? Главное, чтобы не забылось это, забывается, уходит это в века. Вот уже сейчас умирают люди, а новое поколение это не поддерживает, к большому, великому сожалению. И у нас вот в мусульманском мире тоже, вот надо же посмотреть, почему Силантьев является советником Альбира Карганова. Вот тоже вопрос. Вы знаете, кто такой Силантьев? Ну вот и все. Вот давайте тоже и эти вопросы поднимать. Почему вот мы... Вот и у людей, понимаете, вот как бы, понимаете, цель, понимаете, у людей падает настроение, у меня начинается неверие, не в ислам, не в своих татарских людей, понимаете, в чем дело? Вот, падает настроение. Вот это важно, важный факт. Очень плохо представлена вообще в СМИ, в учебных заведениях, очень плохо представлена история тюркских народов. Очень плохо представлена. То, что представлено, не имеет никакой реальности с теми событиями, которые происходили в прошлом. Вот. Все было сделано в угоду советской власти и пропаганде большевизма. Все было сделано в угоду. Переписывались книги, переписывалась история, и таким образом народ потерял свою идентичность. Да. Народ потерял свою идентичность. И таким образом это продолжается, и мы теряем наши, скажем так, ключевые позиции. Теряем язык, теряем то, что мы являемся тюрками. Нас перевели в 1924 году в татары, хотя Тартария никакого отношения не имеет к слову татар. Татар – это коренное слово, да? Это этнос, да? Да, это этнос, совершенно верно. Совершенно. А слово Тартария, вот, которое мы видим на карте, это потусторонний мир. Мишары такие же тюрки, такие же татары, как и казанские. То же самое. И не нужно разделять нас, отделять от казанцев или, скажем, от нагайцев или от других этносов. Мы такие же, как на современном языке татары, так же, как и казанцы и остальные народы. Тюркоязычные. Это должно быть главным в нашей позиции, объединяющей, да, что мы тюркоязычные народы. Абсолютный победитель международной олимпиады по географии. Я родом из Москвы, тут живу 17 лет, то есть всю свою жизнь. Но мои родители, они татары мишари из Мордовии. И вот поэтому мне тоже интересно про мишарский вопрос немного поговорить. Многие, вот география, которая мне так нравится, она изучает в том числе и этнографию, и о том, как формируется этнос, и что это вообще такое. И многие люди, они путают понятие, что есть этнос, а есть субэтнос. То есть
Может быть и такое, что есть вот народ, есть этнос, и внутри него подразделяются субэтносы. А это есть по всему миру. То есть это вопрос, мишари татары, он не исключительно для России. Такой же вопрос есть и в европейских странах, например, в Германии, во Франции, где есть стандартизированный язык, диалект. Вот, например, у нас, у татар, литературный язык построен все же на казанском диалекте, но он распространяется на весь народ. То есть люди с всего народа используют его как литературный стандарт. Вот. Но это не уничтожает того факта, что диалекты тоже существуют. И вот мишарский диалект, то есть мишари как часть татар, у них есть мишарский диалект, есть казанский диалект. Но есть еще другие остальные различия по тому, как говорят татары со всего мира, СНГ в основном. Вот. И важно понимать то, что вот есть татарский народ, и внутри него есть всякие диалекты, и они нормально могут существовать. То есть человек и мишарин, и татарин. Такая же ситуация есть и в Германии, например, что там народ как бы немцы, но есть баварские диалекты, и люди говорят спокойно баварском диалекте, но знают и немецкий, основной литературный, используют его в межрегиональном общении, и при этом они сохраняют и свою и региональную идентичность, и национальную идентичность. Вот. И также может быть и среди татар, то есть человек и мишарин, и татарин, и россиянин. И это все сочетается, то есть не обязательно выбирать что-то одно, либо мишарин, либо татарин. То есть важно понимать, что есть субэтнос, а есть этнос. И не делить понятие, что вот либо мишар быть не должно, потому что если кто-то считает, что мишар быть не должно, это как бы уменьшает богатство татарского народа. Говорит, или даже если кто-то выделяет их в отдельный народ, это тоже уменьшает богатство татарского народа, то есть его разнообразие. Нет однородности, что вот все татары одинаковые, но в том числе нет такого сильного дробления. То есть важно понимать, как это все сочетается. Здорово, спасибо огромное. Мы как понятный народ, вы должны это понимать, что нет какого-то там единого какого-то кода татар, там какого-то ДНК татарина, какой же там R1B, там R1A или еще что-то вот, какой же там генотип у татар. На самом деле много их. Вот, татары, потому что это формировались из нескольких компонентов, вот, и, в принципе, не жили обособленно, поэтому вполне естественно, что татары выглядят и внешне по-разному, вот, и есть высокие, низкие, светлые, темные, более монголоидные, более европейные. Вот, все-таки я, наверное, завершу этот наш сегодняшний круглый стол. Во-первых, хотел поблагодарить всех, кто сегодня пришел. Спасибо всем, кто высказался или даже отмолчался скромно. Молчание знак согласия будет такое подразумевать. Отдельно хотел поблагодарить штаб татар, особенно Лилию и Рустама Бey, вот, за то, что нас здесь всех усадили, дали на эту площадку. Сегодня провели круглый стол касательно татар Москвы, татары Москвы в штабе татар. Очень благодарен организаторам. Вот, для себя сделал несколько выводов. Я, во-первых, узнал, что здесь штаб татар — это действительно очень крутая организация. Раньше только много слышал, сейчас лично в этом убедился. Очень крутая организация, очень активная, которая не зря, скажем так, работает свои 24 года и делает очень много для татарской общины, если можно назвать общиной даже, для татар России даже, для татар мира. Мне сегодня очень понравилось на встрече, потому что считаю, что каждый молодой человек, кто считает себя татарином, кто родился в татарской семье, он должен посещать такие встречи. Это встречи единомышленников, это встречи людей, которые говорят с тобой на одном языке, которые разделяют культуру. Сегодня прошло достаточно интересное мероприятие, круглый стол. Были представители из Татарстана, медиасферы, миллиард татар. И достаточно очень интересные темы были подняты, вопросы, которые требуют глубокого, наверное, такого пояснения. Можно отметить один из важных таких вопросов, как перепись населения. Это очень важное событие, где татары должны максимально активно принимать участие. И здесь не стоит бояться ничего, не стоит какие-то предрассудки включать. Все достаточно просто. Вот. Это полезный акт волеизъявления, который требует от нас государства. И я считаю, мы, как представители второго по численности этноса, нам, как сказать, обязаны или необходимо нам это волеизъявление свое изложить. Костяк татар Москвы составляет не столько даже казанский татар, сколько выходцы из центральных регионов России. Вот, Нижегородская область, Мордовия, Пензенская область, Ульяновская и другие, так называемые мишарские регионы. Вот, касательно мишарского вопроса, я тоже для себя, скажем так, сделал некоторые тоже выводы или убедился в некоторых даже моментах в том, что мишари являются все-таки частью татар. Действительно, мне вот тут даже люди говорят, я там чистокровный мишарин, но при этом они себя никак не отделяют от общего татарского народа, от общей татарской нации. Кроме того,
Мне понравилось такое конструктивное, что ли, конструктивное отношение штаба татар и вообще татар Москвы к отношению других народов, других организаций, как татарских, так и не татарских, отношение к башкирам. Мне прямо тут говорят, башкиры наши братья. Вот. Мы даже один народ.